Эфир телеканала «Якутия-24» продолжит программу «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В связи с принятием закона Российской Федерации о поправке к Конституции России разработан проект конституционного закона Якутии о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики. Об этом мы и поговорим сегодня. Гость нашей программы, гость студии, заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина. Ольга Валерьевна, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. С какой целью был подготовлен этот законопроект? Давайте начнем беседу с этого вопроса. И чем продиктованы изменения в основной закон республики? Они прежде всего продиктованы всенародным голосованием, которое прошло по Конституции Российской Федерации. В прошлом году. В прошлом году, да. Конституция Республики Саха-Якутия входит непосредственно в систему законодательных актов субъектового характера, которые в полном объеме должны соответствовать Конституции Российской Федерации. И поэтому при изменении в Конституцию России вносятся соответствующие изменения в Конституцию Республики Саха-Якутия. Конституция республики действительно изменялась много раз с момента ее принятия. Было много споров, вопросов, обсуждений, но тем не менее всегда существовало одно золотое правило. Конституции к ее статьям, к нормам относились достаточно бережно, для того, чтобы прежде всего сохранять такие вещи, как государственный статус Республики Саха-Якутия, для того, чтобы сохранять основные права и свободы граждан, которые в ней предусмотрены. Действительно, это наш основной документ. Исходя из системы законодательных актов Российской Федерации, он должен соответствовать и Конституции России. Это всегда сложный процесс. И вот сейчас, как только была принята уже и утверждена через Думу, через Совет Федерации, подписана президентом Конституция России, соответственно, органами власти были созданы рабочие группы для подготовки проектов соответствующих изменений и дополнений в Конституцию. Сами по себе группы формировались по принципу как учета интересов органов непосредственно государственной власти регионального уровня, учетов интересов непосредственно органов местного самоуправления и общественности. То есть если брать с точки зрения непосредственно подготовки проекта, то он прошел практически годичный период. Все это время работало 3 больших группы. Одной из них руководил, которая касалась вопросов государственного устройства, народный депутат Алексей Ильич Еремеев. Второй группой руководил, которая касается образования, руководил заместитель председателя правительства Сергей Васильевич Местников. И я руководила группой, которая непосредственно касается труда, здоровья, материнства и детства. И в моей группе находились как группы народных депутатов, так и представители общественных организаций, представители профсоюзов. Я бы хотела обратить внимание на те изменения, которые разработала наша группа. Давайте поговорим коренные изменения вашей группы, к чему, самое главное, они должны привести. Дело все в том, что оценивая вот эти изменения, которые произошли в Конституцию России, практически год назад, нужно сказать, что это сегодня одни из сильнейших с точки зрения социальной защиты граждан изменения. Почему? Потому что в Конституции России зафиксировано понятие минимального размера оплаты труда. То есть у Конституции, соответственно, вся система оплаты труда уже завязана на определенный минимальный размер, ниже которого, конституционно закрепленного, уже не может быть заработной платы. Почему мы достаточно долго спорили и непосредственно пришли к необходимости также закрепления этой позиции, но и пошли на совершенствование, и, мое мнение, на достаточно такой очень серьезный плюс защитного характера. Как вы знаете, в декабре 2017 года было решение Конституционного суда России, по которому непосредственно на минимальный размер оплаты труда в Республике Саха-Якутия, а также, как и во всех остальных районах Крайнего Севера, должен в обязательном порядке начисляться районный коэффициент и надбавки. И поэтому, считая в совокупности, рассматривая в совокупности, очень долго спорили, обсуждали и с профсоюзами, и с общественниками, мы все-таки приняли решение о том, что мы закрепим в Конституции Республики минимальный размер оплаты труда с учетом положений Конституционного суда, с учетом коэффициентов и надбавок. Наверное, именно это время пришло на такое позитивное социальное совершенствование законодательства республики, затем в последующем и целом.
Но я считаю, что это вот такая вот самая серьезная новелла нового конституционного закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики. Мы к ней не были готовы ни 5 лет назад, ни 10, не тогда, когда ее принимали. Мы к ней не были готовы ни финансово, ни экономически. Мы даже внутренне к ней не были готовы. Да? Давайте вспомним, сколько шло споров относительно того, как вот должны ли вообще сохраниться коэффициенты и надбавки. Правильно? Очень много было споров. И вот сейчас, когда мы их уже закрепим конституционно, мы эту гарантию определим для себя прежде всего как базовую конституционную гарантию республики. То есть можно с уверенностью сказать, что вот во время обсуждения стало понятно, что эта норма, которая в Конституции прописывается именно по размеру минимальному, она очень востребована. Она очень востребована, она и востребована, она отвечает тем тенденциям, которые сегодня есть. И она необходима нашим гражданам. Она сегодня нас защитит во многом непосредственно для решения этих вопросов. Очень много было хороших, дельных предложений от народных депутатов, Алены Николаевны Атласовой, Владимира Богданова. Были прекрасные предложения от Федерации профсоюзов. Мы много спорили, смотрели, как их лучше изложить. Они много советовались у своих и советовались со своими избирателями. И вот соответствующие предложения нами и были в группу внесены. Что еще из тех позиций, которые по нашему социальному блоку прошли? Это же, конечно, те вот эти вот изменения в Конституции России, которые касаются преимуществ материнства, детства, закрепления отцовства. Они тоже получили свою более четкую формулировку в Конституции Республики. Я бы не сказала, что там коренным образом закрепили. Они у нас были, эти нормы. Более обтекаемые какие-то формы. Потому что они более стали сильнее по содержанию. Вот чуть подробнее именно о социальном блоке. Какие нормы в отношении детей стали, скажем так, более благодатны? Но сегодня непосредственно дети опять получили свое конституционное место. Да? В республике, как вы знаете, есть целый блок законодательства. Одна из первых республик его принимала, касаемая о правах ребенка. И вот уже сегодня дети закреплены как субъекты, в том числе и конституционной защиты, на таком вот высоком уровне. Наверное, вот с этой позиции. Это декларативная норма. То есть если норма по МРОТу – это норма применения, то норма по детям, по отцовству, по системе здравоохранения – это нормы, которые нормы декларации. Они должны быть в Конституции, и уже под них складывается и, соответственно, система дальше законодательства республики. Когда будет уже парламентом принят этот закон, Конституция, то, соответственно, и будут изменения в действующем законодательстве в том числе. Нет в информационном поле, но возникали вопросы, действительно ли настолько актуальны сегодня вопросы именно отцовства, института отцовства. Неужели права отцов сейчас каким-то образом страдают, и что изменится с принятием этих поправок именно в институте отцовства? Вы знаете, ведь дело все в том, что тогда, когда принимались поправки в Конституцию Российской Федерации, это были поправки, защищающие традиционную семью. В традиционной семье, безусловно, есть отец и мать, и они оба разных полов. Поэтому эта же норма, она и закладывается в Конституцию Республики. Но я бы посмотрела на закрепление конституционной нормы этой с другой позиции. Действительно, в республике в течение длительного времени и вообще сама по себе культура народа Саха достаточно серьезно ставит во главу угла роль и место отца, который, соответственно, роль и место мужчины, и который вот во всей этой полноте и теперь закрепляется конституционно. Скажите, а каким образом внесение этих поправок в основной закон республики влияет на формирование законодательства в целом? Ведь сейчас придется переписывать, наверное, очень большое количество нормативно-правовых актов, приводя их, опять же, в соответствие с Конституцией. Сама система построения федерального законодательства в целом, она подразумевает постоянное приведение в системе полномочий, которые называются предметы совместного ведения.
Это как раз предметы совместного ведения, поэтому есть ряд законодательных актов, начиная об охране здоровья, заканчивая о местном самоуправлении, да, о защите, о правах ребенка. И вот именно они и об охране труда и будут подлежать соответствующему изменению как таковому. Ну и очень много в информационном поле говорят о том, что необходимы общественные слушания о вносимых поправках. Как, где, когда можно принять в них участие, будут они проводиться ли вообще? Вообще они не могут не проводиться. Конституция республики, вот очень много там обсуждают о том, как она принимается. Да? Соответственно, это единственный нормативно-правовой акт, единственный закон в республике, который принимается в особом порядке. Во-первых, сам проект вносится через Конституционную комиссию. У нас состоялось 3 заседания Конституционной комиссии под руководством главы республики, где обсуждалось, в том числе и там есть свои экспертные группы, где обсуждались эти вопросы. Соответственно, после этого Конституция вносится в парламент республики. И вот здесь конституционный закон, который действует, о порядке внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Саха-Якутия уже много лет подразумевает общественные слушания. Они не вот возникли как таковые, да? Оно просто по-другому быть принято не может. Это форма как раз вот этого вот общественного обсуждения изменений и дополнений в Конституцию. Но любая поправка всегда должна проходить через Конституционную комиссию. Поэтому на площадке парламента уже есть соответствующая практика, отработанная. Это обсуждение пройдет. Безусловно, там будут слушаться мнения всех, кто туда обратится. Но очень четко нужно понимать, да, что при обсуждении самих поправок нужно исходить именно из тех объемов поправок, не в целом обо всем, да, а из тех, значит, непосредственно объемов поправок, которые необходимы, которые сегодня представлены. Да. Я думаю, что вряд ли кто-то из жителей республики, например, будет против вот тех поправок, которые только что я озвучил, да, касаемо минимального размера оплаты труда. Вряд ли там есть несторонники. Вряд ли есть несторонники местного самоуправления в республике, да, потому что вот здесь, конечно, это не мой был блог, но я не могу об этом не сказать. Ведь в Конституции России, в Конституции Республики существует такой раздел, как органы местного самоуправления. Они действительно никогда не включались в систему власти. Да? Всегда вставал вопрос, поддерживаются решения ли органов местного самоуправления, например, теми же правоохранительными органами. Да? Вот решения органов государственной власти, они поддерживаются правоохранительными органами. А что же с местным самоуправлением? И вот за 20 лет его формирования в целом сегодня страна пришла к тому, что именно поправками в Конституцию России о том, что они входят в систему публичной власти. Это крупнейшее, сильнейшее вот такое вот закрепление в Конституции и в органах власти местного самоуправления. Это говорит об их очень высоком статусе. И ни в коей мере это вообще ни на йоту не умаляет никаких их прав. Ольга Валерьевна, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Всего доброго. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью», но о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики мы говорили сегодня с заместителем председателя правительства Якутии Ольгой Балабкиной. Берегите себя, обязательно носите маски и соблюдайте дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.